Добрый вечер. Едва ли не впервые в истории программы «Протрем очки». Я хочу посвятить ее событию не совершившемуся, а предстоящему, то есть, конечно, выборам депутатов Государственной Думы. Ну, впрочем, по крайней мере, агитационная кампания этого процесса завершилась, наступили дни тишины и даже уже дни голосования. И вот стоп. А она действительно совершилась, состоялась, так сказать, как событие, эта агитационная кампания. Вот простейшие вопросы навскидку для теста. Сколько бюллетеней вы получите, если вы, конечно, еще не голосовали? В чем разница между ними? Сколько, так сказать, единиц избирания в каждом из них? Если вы ответили хотя бы на эти три вопроса, вас уже можно считать выборно просвещенным человеком. Потому что если пойти и начать спрашивать дальше, что из себя представляет вот этот вот кандидат, что из себя представляет вот эта вот партия, вы с высокой степенью вероятности рискуете поставить своего собеседника в неловкое положение. Потому что почти 2 месяца о кандидатах не было ни видно, ни слышно. Никто не созывал предвыборный митинг, да и попробуй-ка его созвать, когда завершается отпускной сезон и начинается дачный. В сети кое-кто, конечно, светился, но это, как правило, один кандидат. На стендах ветер трепал одинокие листовки уже другого кандидата от другой партии. И на теледебатах же главным героем оказался их ведущий, превратившийся, по-гречески говоря, в хронофилака, или по-русски говоря, смотрящим за временем. А у вас еще 9 минут 41 секунда. Спасибо, Русины. 7 минут 54 секунды еще ваши. 2 минуты 17 секунд у вас еще есть. Ваше время вышло. Вы меня спросите, значит что, можно и даже нужно не ходить на эти выборы? Нет, я так не посоветую. Выборы, конечно, превратились к этому дню в нудное, тяжкое и отвращающее зрелище. Но это одна из немногих оставшихся возможностей реально замерить общественное мнение, мнение людей о власти и ее оппонентах. А иногда даже кое-что изменить в результате этих выборов. Так что идите, только идите, естественно, не в пятницу и в субботу, а более привычный нам день, в воскресенье. Так, по крайней мере, вы дадите меньше соблазна недобросовестным счетчикам. Ну, а для разрядки я хочу завершить вот чем. Мы объявляем конкурс на лучшее знание программы «Протрем очки». Я объявлять вопросы не буду. Они будут опубликованы в группе Коми онлайна ВКонтакте в записи этого выпуска. Вы можете прочитать. Они достаточно нехитрые, на мой взгляд, достаточно несложные. И первый, ответивший на них правильно, получит от нас приз – фирменную кружку. 2 вторых победителя получат билеты в один из ведущих кинотеатров Сыктывкара на любой сеанс. Удачи!